Урожай на полях, череда спортивных побед. Всюду многочисленные стройки, жилые, школьные и медицинские здания, как грибы после хорошего дождя. О том, что Ингушетию ждет такое светлое будущее, каких-то 8 лет назад никто и подумать не мог. Всего 8 лет, а какая разница между нынешней Ингушетией и той? Тайник с оружием обнаружен в Ингушетии. Национальный антитеррористический комитет распространил кадры с места проведения. Нейтрализована группа из 8 боевиков. В Ингушетии там спецназ ФСБ блокировал группу вооруженных людей. Теракт в Ингушетии. Взрыв прогремел в станице Орджоникидзевская. В Ингушетии обнаружен тайник с оружием и взрывчаткой, которые предназначались для крупного теракта. Начало 2000-х для Ингушетии становится роковым. Причина тому не только вылазки бандитов. В республике на тот момент разбалансированы все правоохранительные органы и органы государственной власти. Для маленького народа, чья численность не превышала 500 000 человек, это грозило исчезновением. А для республики потерей так дорого доставшейся собственной государственности. Я стал очевидцем, когда практически ежедневно у нас убивали сотрудников правоохранительных органов, обстрелы, подрывы, грабежи и так далее. То есть я помню время, когда, например, в Назрани и в других населенных пунктах после 19:00, после 18:00 практически не было на улице никого, даже автотранспорта. Время было такое. Да, конечно, безусловно, мы ходили на острие ножа. То есть те представители СМИ, которые непосредственно отрабатывали все эти темы, связанные в том числе и с чрезвычайными происшествиями, которые происходили. Мы часто выезжали на место боестолкновения, на место проведения спецопераций, на место задержания преступников. И связано это было не с тем, что вот прям мы рвались в бой, да, а дело было, то есть была такая ситуация, когда сложно было получить информацию, например, от официальных источников, от официальных пресс-служб, как это можно сделать сегодня, от официальных руководителей. Часто бывало так, что некоторые структуры, которые проводили специальные мероприятия, они не знали о тех шагах, которые предпринимают их коллеги. То есть можно было позвонить МВД, а они могли не знать, что где-то в селении Сагапши, например, проходит спецоперация по ликвидации участников ВНВР и так далее. И, то есть это сказывалось на нашей работе. Естественно, мы выезжали на места и часто попадали и под пули, бывали непосредственно в эпицентре террористических актов, когда происходили. И я буквально могу на свою память сказать, именно мы все помним трагические события, когда 17 августа 2009 года произошел подрыв у здания Назрановского РОВД. Я находился в 20 метрах от этого здания, когда произошел взрыв. То есть всю эту картину, когда все это происходило, видел своими глазами. Могу, например, привести, мы с моими коллегами из федеральных изданий часто вспоминаем, например, моменты, когда после спецопераций, которые проводились федеральными структурами по ликвидации участников подполья, мы вынуждены были ходить фактически по месту, где эта спецоперация проходила, в участках домового отделения, где фактически еще горели пожары, где на полу валялись боеприпасы, неподорванные мины, самодельные взрывные устройства. То есть тогда немножко все это происходило по-другому. Сейчас, конечно, трудно представить, что допустят какого-то журналиста, да, к месту проведения таких мероприятий. Но тогда это достаточно все открыто было, и мы стояли рядом со спецназом, который активно проводил мероприятия. Морально, конечно, морально было тяжело. Несмотря на то, что ты видел это достаточно часто, то есть человеку свойственно ко всему привыкать. То есть если мы видим часто трупы, мы к этому привыкаем, если мы видим оружие, мы к этому тоже привыкаем. Но к убийству человека абсолютно ни к чему не повинному, то есть невозможно привыкнуть. И когда то есть мы узнавали о том, что произошло, и когда узнавали подробности, как это происходило, конечно, бывало морально тяжело. До сих пор, например, в памяти остался момент, когда участковый стоял просто на улице в станице Орджоникидзевской, просто стоял возле светофора. Очередная бандгруппа, которая ехала на автомашине после очередного обстрела сотрудников, увидели его на улице, просто остановились, в упор выстрелили, уехали. Просто так. Только из-за того, что он был в форме. В памяти народа этот период остался временем, когда люди попросту могли погибнуть от шальной пули, перестрелки на улицах, частые обстрелы чиновников и сотрудников правоохранительных органов, террористические акты, уносившие десятки жизней. Когда в республике и криминогенная обстановка, и, соответственно, как исходящая отсюда общественно-политическая ситуация была крайне напряженная, было связано со многими факторами. Сегодня их
можно анализировать, можно говорить, но тем не менее, что очевиден тот факт, что в то время, и многие помнят, что в принципе на улицу выходить после наступления темноты люди многие остерегались или не желали, потому что это могло вылиться в неприятные вещи. Проблема в том, что занимались в основном тогда органы, которые необходимы были задействовать в этом деле, больше занимались фиксацией событий, и это сказывалось на уровне преступности. Можно сравнить это с началом 90-х годов в целом по России, когда разгул преступности был, безвластие и так далее. Здесь фактор тот же самый сыграл в разных пропорциях, но тем не менее ситуация была очень сложная. Сложная тем, что и на общероссийском пространстве СМИ о нас очень много писали именно в негативном плане, потому что материал был, вот материал всегда востребован бывает для СМИ. В ночь на 22 июня 2004 года преступная группировка захватывает Назрановский пост ДПС и прилегающий участок дороги, что позволяет бандитам беспрепятственно передвигаться там и убивать сотрудников полиции, проезжающих по этому маршруту. Далее группа вооруженных людей буквально оккупирует город и захватывает несколько складов с оружием. Под обстрел попадают и мирные жители. Через несколько лет после тех трагических событий на скамье подсудимых оказываются 11 участников нападения на Назрань. В ходе следствия все обвиняемые вину в совершенных преступлениях признали под давлением собранных следственных доказательств. Однако в суде они изменили свою позицию защиты и отказались от данных им ранее показаний, в том числе от признания своей вины. Та же судьба постигла и организатора взрыва у здания Назрановского РОВД. 2 марта 2010 года в ходе спецоперации в Икажево сотрудниками ФСБ были уничтожены 6 членов незаконных вооруженных формирований, в том числе и Саид Бурятский, организатор того теракта, когда террорист-смертник протаранил ворота РОВД на «Газеле», груженная взрывчатка 400 килограмм в тротиловом эквиваленте. Взрыв прогремел в момент построения личного состава. В этом взрывном устройстве стояло 2 детонатора. Одно механическое, которое террорист сам должен привести в действие. А если его ликвидирует, то ему помогает его же подельники, которые находятся на определенном расстоянии и все это наблюдают. Но те страшные времена ушли безвозвратно. В тяжелые переломные дни руководство республики ставит перед собой цель – стабилизировать обстановку в регионе, бороться за мир в Ингушетии, чего бы то ни стоило. В Назрановском городском ДК проходит съезд народа Ингушетии. Повестка дня – сложившаяся общественно-политическая ситуация и пути ее улучшения. Мы помним 2008 год, когда на встречах с населением высказывалась одна мысль у нового руководителя – к новому руководителю: пожалуйста, наведите порядок, чтобы не было у нас, чтобы преступность снизить. Вот это была проблема и больше вроде проблемы. Но со временем, когда поняли, что эта проблема уже практически исчерпана в таком виде, в таком масштабе, сегодня появляются новые требования, но это жизнь, никуда не денешься, люди хотят все больше и больше. Поэтому сегодня связано с чем? Во-первых, тогда и в те годы, со второй половины 2010-х годов, допустим, начали акцентировать внимание на то, что нужно не просто бороться с преступностью, но понять причинно-следственную связь. Почему появляется преступность? Откуда она появилась внезапно? Внезапно ничего не бывает в природе. Поэтому, когда руководство республики вместе со всеми структурами, которые задействованы, стало принимать меры, выяснять причину и работать не просто по следам, не просто постфактум, а начал упреждающие моменты. То есть и это работа, и это профилактика, это общественность привлекает, это стремление увлечь молодежь чем-то, потому что в основном это была прерогатива молодежи, которая вовлекалась в разные группировки. Вот это все слияло. И идеология была, именно развенчание вот тех идей, которые тогда господствовали в обществе, в определенном смысле. Это тоже повлияло, поэтому когда уже всем миром как бы набросились на эту проблему, она сегодня уже не такая сильная, не так, хотя это вечная проблема человечества, но тем не менее сегодня уже разительно меняется все. Сегодня в городах у нас спокойно, тихо. Сегодня какой-то ЧП, кроме бытовых
уже редко появляются бытовые, это ясное дело. А вот то, что преступления на почве каких-то идеологических, других клерикальных вещей, то это уже исключено практически. Потому что мы сегодня наблюдаем, раньше было день-два, нельзя было прожить без ЧП. Сегодня это в месяц, год раз, я не знаю, статистик точно нет, но, по крайней мере, вот это радует. И я думаю, что вот тот курс, который тогда был взят на то, чтобы все-таки бороться с преступностью не словами и не постфактум, а бороться именно упреждающе и причин общества. Вот это сказалось. Юнусбек Евкуров встречался с теми, чьи родственники ушли к террористам. Объяснял, власть готова простить тех, на ком нет крови. Пусть возвращаются домой, но кто останется в лесу, пускай пеняет на себя. Там, где не понимают нормального языка, самым жестким образом в рамках законов Российской Федерации. У нас эти жесткие методы мы применяем. Мы не просто там добрые дядьки, там вот сдавайтесь и все. Предупредили, не понимают все. Для тех, кто хотел сложить оружие, был оставлен выход из леса. Адаптационная комиссия для так называемых амиров, вроде Доку Умарова, стала опаснее федерального спецназа. Под гарантией главы республики она возвращала бандитов домой к мирной жизни и освобождала от уголовного преследования. Создатель комиссии Ахмед Катиев уговаривал выйти из леса и сдаться даже обвиняемых в терроризме участников банд подполья. Им обещали особое рассмотрение дела в суде. И даже смерть Катиева в результате вооруженного нападения не остановила поток явок с повинной. Власть начала говорить с людьми, и они перестали слушать идеологов экстремизма. Боевики почувствовали, что теряют былое влияние, и вынесли свою оценку работе Евкурова. Главным событием минувшей недели стал теракт в Ингушетии. В результате покушения тяжело ранен президент этой республики Юнусбек Евкуров. Погиб один из его охранников. Вчера в больнице от ран скончался водитель, еще несколько человек ранены. Начиненная взрывчаткой машина, протаранившая кортеж ингушского президента, стала последним и самым дерзким вызовом террористов властям. И не случайно преступники пытались взорвать стремительно набиравшего популярность нового главу республики. Наведение порядка в Ингушетии напрямую угрожает существованию террористов на всем Северном Кавказе. Придя в себя, Евкуров начал принимать гостей, которые поздравляли его с очередным днем рождения, но подарки дарили всей Ингушетии в целом. Хочу поздравить с днем рождения. Спасибо. Подарок на Кавказе. Правда, сделал не на Кавказе. Но... Спасибо огромное. Ну, красивый. Спасибо за меня. Подарок не жалуюсь. Спасибо большое. Поздравляю еще. Вот, но это не единственный подарок. Самый главный подарок другой. Самый главный подарок, что вы навестили, что поддержали. Нет, самый главный подарок, знаешь что? Потому что мы сегодня приняли на правительстве решение, открываем новую федеральную целевую программу по поддержке республики. Это в этом году 1,5 миллиарда. Следующий мы поставили 1,5 миллиарда. Еще на год поставили еще 1,5 миллиарда. В общей сложности получается 4,5. Но это не все деньги, которые нужны для осуществления этих программ. На 2011 и 2012 год это более или менее условная цифра. Мы начнем с 1,5 миллиардов. Потом, когда поправитесь, выйдете, с вами согласуем, встретимся. Впервые за последние 10 лет в Ингушетии режим контртеррористической операции был отменен в прошлом году. Он действовал на территории отдельных населенных пунктов Сунжинского и Назрановского районов, в основном прилегающих к горно-лесистой местности. Активность банд подполья удалось подавить общими усилиями руководства региона и силовых структур. Отменой режима КТО явилось то, что обстановка на территории республики стала стабильной. Отсутствует угроза террористического характера. Вы знаете, что в последние годы, уже в течение последних лет, на территории республики не было преступлений террористического характера. Республика среди регионов Северокавказского региона субъектов занимает лидирующее место по
обеспечению безопасности. Постепенно, по мере решения многих задач, республика становится одним из привлекательных регионов страны. Преступность и террористическая активность жесткой рукой нового главы сводится на нет. Регион становится привлекательным как в плане туризма, так и экономики. Годы отчуждения остались позади. Выстояв в тяжелых испытаниях, Ингушетия теперь стремительно идет вперед. Власти республики наконец-то могут сосредоточиться на развитии экономики, образования, медицины, сохранении культурных ценностей и поддержке молодежи. Некогда горячая точка на карте России, наша республика и по сей день остается в центре внимания ведущих СМИ страны. Но теперь это уже абсолютно другая Ингушетия. Новый энергетический проект в Ингушетии. Строительство электростанций. В Магасе сегодня во Всемирный день защиты детей открыли первый в регионе памятник матери. В Ингушетии открылся первый в республике Ледовый дворец. Олимпийский огонь зажгли в Ингушетии. Чашу разместили на вершине 100-метровой башни Согласия в столице республики Магасе.